В современном мире, когда люди стали все чаще интересоваться восточной культурой, на ум приходит ушу. Что же это такое? Гора новостей посетила клуб «Мангус», чтобы разобраться, как стать чемпионом в таком виде спорта, как ушу. Клуб расположился на базе гимназии имени Зайнаб Бишевой. Спортсмены этого клуба – ученики этой гимназии. Стоит подметить, что ушу занимаются как мальчики, так и девочки. Ты единственная девочка в команде. С какими трудностями ты сталкивалась? Мальчикам легко управлять оружием. Им легко махать, а мне легко с гибкостью. Вообще трудностей с учебой и тренировками у меня нет. Но иногда, когда я прихожу с тренировок, у меня бывает что-то недоделано по урокам. Ребята тут настоящие профессионалы. Все они занимают призовые места на соревнованиях и мастерски владеют техникой ушу. Но вы просто посмотрите, что они вытворяют с оружием. Сложные упражнения не проблема для этих ребят. Ведь ушу развивает не только физические навыки, но еще и такие качества, как выносливость и критическое мышление. Всего в Уфе более 20 клубов ушу, но клуб «Мангус» считается одним из самых топовых. В этом клубе добрейший тренер, и у него каждому ученику свой особый подход. Какая философия у ушу? У ушу вообще философия постоянного самосовершенствования и саморазвития. Ушу очень древний вид единоборства, и насколько он актуален сейчас? Он скоро станет олимпийским видом спорта, это уже известно, и поэтому ушу уже приобретет статус олимпийского вида спорта. То есть это дает нам престиж и все возможные блага с этим. Существует много различных техник владения оружием. Например, даошу – искусство владения саблей, тяньшу – искусство владения копьем, или же дзяньшу – искусство фехтования с прямым мечом. И здесь ребята учатся владеть этими техниками, выезжают на соревнования и получают различные награды. Не каждый может похвастаться такой растяжкой, в отличие от этих ребят. Только посмотрев на их выступления, ты тут же заряжаешься позитивом. Анна Рябова, Ильнар Бигбов специально для «Горы новостей».